Подведены итоги республиканского смотра конкурса местных отделений и юноармейских отрядов Республики Коми. В числе призеров – команда «Инты». В номинации «Городские округа» третье место занял юноармейский отряд гимназии номер 2 «Высота». Юноармейский отряд «Высота» был создан на базе гимназии номер 2 в 2016 году с целью разностороннего военно-патриотического, гражданского, нравственного воспитания подростков. На сегодня в его состав входят 32 школьника с 5 по 11 класс. Это дружный сплоченный коллектив, куратором которого является преподаватель, организатор ОБЖ Наталья Данченкова. Сегодня на занятии я вам расскажу про средства индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях техногенного характера, а также при действиях как в мирное, так и в военное время. К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся противогазы. Это противогаз ГП-7. Особенность его в том, что он имеет продолговатую форму, очков, для того, чтобы была возможность посмотреть все сбоку. Это противогаз ГП-5. Это более упрощенный вариант. Особенность его в том, что человек может видеть только впереди себя, нет возможности смотреть сбоку. Также к средствам индивидуальной защиты относится самоспасатель, тоже его используют при чрезвычайных ситуациях, а также существуют разные виды респираторов, которые защищают наши органы дыхания. В рядах юнармии я с 2019 года вступила, потому что раньше я была участником РДШ в гражданской активности, но узнала про военно-патриотическое направление, и меня заинтересовала эта деятельность. В ряды юнармии я вступил 6 лет назад. Я планировал связать с этим свою жизнь и планирую до сих пор. Это очень интересно, насыщенно. Мы практически каждый день занимаемся, учимся много чему. У нас предвоенная подготовка. Я планирую связать с этим свою жизнь. Планирую работать в уголовном розыске. Это никак не мешает моей учебе, потому что все проходит, можно сказать, во внеурочное время. Гимназисты принимают активное участие во всех общегородских региональных слетах, акциях и вахтах памяти, турпоходах и всевозможных турнирах по военно-прикладным видам спорта. У ребят из юноармейского отряда «Высота» огромное количество различных наград, грамот и благодарностей. Участники нашего клуба «Высота» принимали, участие в разных военно-патриотических играх, таких как «Призывник», «Зорница». Также мы проводили урок мужества и участвовали в организации мероприятия, посвященного Дню неизвестного солдата. Лично мне участвовать во всех этих мероприятиях очень нравится. Мероприятие «Призывник», которое проходило последний раз в нашей школе, это было соревнование между классами. Мы участвовали в таких конкурсах, как стрельба, знание оружий и событий, которые происходили в России. Мероприятия в основном патриотической и военной направленности. Обучаемся мы во внеурочное время основам медицины, первой помощи, действия при пожаре, при террористических угрозах, разборка, сборка автомата, в общем, военная подготовка. Безусловно, это пригодится в жизни, и это мне очень интересно, потому что с самого детства мечтал стать военным. Воспитанники юноармейского отряда «Высота» знают, как вести себя при чрезвычайной ситуации, как оказать первую медицинскую помощь. Умеют быстро разбирать и собирать автоматы Калашникова. Это одно из любимых занятий у школьников. На то, чтобы отделить магазин, шомпол, крышку ствольной коробки, возвратный механизм, затворную раму с затвором, газовую трубку со ствольной накладкой и заново все собрать, ребятам необходимо от 20 до 30 секунд. Мой личный рекорд составляет 21 секунда, в среднем 30 секунд обычно. Сначала мы снимаем магазин, снимаем с предохранителя, затвор, 200 по 45 градусов, снимаем шомпол, пенал, коробка автомата,
возвратный механизм, затвор-затворной рамы. Поднимаем флажок, снимаем газовую трубку. И все в обратном порядке. Ежегодно ряды военно-патриотического движения юнармии пополняются новыми участниками. В Инте много мальчишек и девчонок, которые хотят расширить свой кругозор, закалить характер или в будущем связать свою жизнь с вооруженными силами. Активные целеустремленные школьники занимаются спортом и общественными делами, изучают историю страны и проходят строевую подготовку. С пользой проводят досуг и становятся достойными гражданами нашей страны. Я вступила в ряды юнармии 3 года назад. Это было взвешенное решение. Ведь я знала, что в рядах юнармии воспитываются достойные граждане. Детям прививают любовь к Отечеству, учат быть дисциплинированными, самостоятельными. Вместе с нашим школьным отрядом гимназии номер 2 «Высота» мы посещали множество интересных мероприятий. Нас научили собирать и разбирать автоматы. Мы узнали множество интересных фактов о Великой Отечественной войне, об Афганской войне. Я ни разу не пожалела о том, что вступила в юнармию и готова передавать свои знания младшеклассникам. Я, в принципе, с детства любил свою родину, я считаю себя патриотом и всегда хотел, даже сейчас хочу, в данном возрасте быть членом юнармии, а после, получается, встать на защиту своей родины. В Инте созданы все условия для патриотического воспитания школьников. Юнармейские отряды сформированы во всех общеобразовательных организациях. Они тесно сотрудничают с военным комиссариатом, автошколой ДСАФ России, спасателями и общественниками. Патриотическое движение популяризируется. Дети получают важные навыки для жизни, становятся дисциплинированнее, и это служит примером для других ребят.